Один из вопросов на пике обсуждений – собачий, наверное, и в прямом, и в переносном смысле. Социальные сети то и дело подрывают бурные споры, а те, за кем закреплено решать вопросы, отмалчиваются. Не то чтобы им нечего сказать, но с тем законом, который был принят, эффективно решать не получается. По заявкам от горожан мы зафиксировали 412 особей, которые сейчас бегают по городу Алёкинску, бесхозяйных. Это тех, кого нам удалось зафиксировать и посчитать. Конечно же, мы думаем, что их еще больше на самом деле. Сейчас нами сформирована и направлена заявка как в Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия, так и в Управление сельского хозяйства Алёкинского района для того, чтобы уже нам выделили финансирование хотя бы на 300 собак. То, что нам позволит значительно уменьшить вот эту критическую ситуацию. Сейчас в рамках своих правовых полномочий, согласно 131 федерального закона, мы выделили средства на отлов и вывоз собак за пределы города. Сейчас у нас заключен договор с индивидуальным предпринимателем Керимовым, который собак отлавливает и вывозит их за пределы нашего города, что позволит нам немножко эту напряженность сбавить. Ну и в дальнейшем мы прорабатываем два вопроса. Первый вопрос – это, конечно же, финансирование строительства приюта в нашем городе. Земельный участок у нас определен, смета на строительство приюта у нас есть на сумму около 12 миллионов рублей. И, конечно, мы при выделении финансирования из управления ветеринарии постараемся заложить финансовые средства на софинансирование. И второй момент, который мы сейчас прорабатываем плотно, это, конечно же, выделение финансирования регулярного на проведение работ по ОСВВ. Да, проведение собак через ОСВВ. Это порядка, вот сейчас, как я сказал, 300 собак. Ну, то есть это мы на 25 год заявку сделаем. И в дальнейшем, чтобы это на 3 года была заявка. И мы понимали, и подрядчики понимали, какой объем работ предстоит. Но самое главное, это, конечно, финансирование. Будет решен вопрос финансирования, будет решен вопрос собак. Пока вопрос с финансированием не решен, ну и вопрос с собаками решен не будет. И второй момент, это, конечно же, завершить работу по развязыванию рук муниципалитетам в части гуманного умерщвления собак. Мы понимаем, что система ОСВВ не дает стопроцентной гарантии от укусов. Мы видим, что и с бирками собаки проявляют определенную агрессию на улице. Да? Поэтому самый важный сейчас вопрос – это вопрос гуманного умерщвления. Чтобы по итогу 10 дней, как это было раньше, по итогу 10 дней, если не находится хозяин собаки, либо если никто не желает собаку взять, то собака гуманно умерщвляется через управление ветеринарии. Если честно, то вопрос, который глава города обозначил вторым, я бы поставила приоритетным, потому что более 4 собак – это только те, кто попал в поле зрения. А сколько их осталось? Почему приоритетным? Спустя некоторое время после трагедии в Чульмане в Алёкминске вышло следующее видео. Среди этих собак чипированные, то есть все необходимые процедуры были проведены, и они вновь выпущены в место прежнего обитания, как и прописано в законе. Сегодня град обвинений сыпется на тех, кто подкармливает собак на улице, но разве это их вина? Одна из них – человек, вырастивший огромное поколение учеников. Человек с большим сердцем. Мы встретились с ней. Эти собаки, они как бы уже не родные дети мне приходятся. Они брошенные хозяевами. Черный пес, его зовут кличка, у него дедушка. Он брошен с набережной. Двухэтажные дома получили квартиры. Он стал ненужный. Большая, огромная
Ее зовут Королева. Она очень умная собака. Ну, породистая, сами, наверное, видели. Она брошенная из Пионерской тоже. Получена квартира, собака стала не нужна. Каким образом они меня нашли, я не знаю. Но подходят глазами, смотрят человеческими, кушать просят. Вот так стала их кормить. И они со мной уже кормятся и знают, что раз в сутки я обязательно их покормлю. И поэтому они меня знают мою машину. Никого они не тревожат, не кидаются. Просто ждут, когда покушают. Кормлю их уже на протяжении 5 лет, это пошел 6-й год. И это как бы семья получается. И не я одна знаю этих собак. И ведь ее слова обоснованы. Собаки не появляются из воздуха. Все они в прошлом чьи-то. А бросаем-то кто? Я? Нет. Мои все в машине сидят и дома сидят. Тоже подброшенные. Я сама ни одной собаки не взяла. Выращивала всех подброшенных. Возьмут просто и бросают в подъезд. Или в 102 место, где я живу, там учительская общага. А сама я ни одной собаки не взяла. А есть ли наказание для хозяев, чьи собаки находятся на свободном выгуле? Скажем сразу, в том случае не было предпринято ничего. На сегодняшний день работает 498 федеральный закон от 2018 года об ответственном обращении с домашними животными. И также при ведении своей деятельности мы руководствуемся постановлением правительства Республики Саха-Якутия 237 от 2014 года. Там утверждены все правила содержания домашних животных на территории республики. И вот в соответствии с этими правилами мы привлекаем граждан, если они будут нарушать правила данные, к административной ответственности по статье 5.4 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Грозит гражданам за нарушение данных правил от 1000 до 3000 административного штрафа. За повторное несоблюдение правил содержания домашних животных им грозит уже ответственность от 3 до 5000 рублей. Если же собака гражданина покинет двор, огороженную территорию, если покинет, и, не дай бог, укусит человека, то он уже будет привлечен к статье 82 по Кодексу Российской Федерации. И штрафные меры там уже от 10 до 30 тысяч рублей. Это независимо от того, как она укусила. То есть укусить можно по-разному. От степени тяжести. Да, нужно определить степень тяжести причиненного вреда человеку. Мы решили поинтересоваться, какие же законы на сегодняшний день в силе, и что сегодня, и кто может предпринять реально. Летом этого текущего года принят закон 2758, который определяет порядок и перечень осуществления деятельности животными без владельцев. И по нему собак без владельцев можно будет усыплять в пунктах временного содержания. А за кем эта функция закреплена? В этом законе существует такой порядок. Собаку сначала отлавливают, потом в течение 10 дней обязательное карантинирование идет. И где-то на 4-3 день должны определить, агрессивная ли собака. Для этого проводится освидетельствование животного комиссией с участием специалиста ветеринарного, специалиста администрации. И должны определить, агрессивно ли животное, немотивированная агрессивность. Вот с этим мы более-менее разобрались. То есть собака может быть находиться, то есть должна быть поймана, помещена в пункт передержки. Но мы знаем, что этот закон опротестовали. На сегодняшний день работает ли? Закон не теряет силу, не потерял силу, то есть он работает. Опротестован лишь один пункт из статьи
где говорится об умерщвлении собак, животных без владельцев. Но правительство республики на данный протест также подало встречный протест, получается. То есть на сегодняшний день пока решается этот вопрос, да, все-таки? Да. Получается, есть закон, согласно которому регулировать численность можно, но при ряде условий. Фактически привести приговор в исполнение могут не все. Управление ветеринарии после соблюдения ряда правил. Есть и еще одна проблема. Допустим, собака отловлена. Комиссия признала, казнить нельзя помиловать. А чем и как будут производить эту процедуру? Щадящее быстродействующее средство стоит неприлично дорого, а средство, которое более доступно, совсем не щадящее. И значит, муниципалитеты будут вынуждены содержать животных сколько? Вопросов на сегодня гораздо больше, чем ответов. И в завершении мы опросили прохожих, в том числе и подростков, о их отношении к проблеме. Видите, вот собачки добегают. Боитесь? Нет. Я да. Боишься? Ага. Вот А меня кусала собака, я не боюсь. тебя кусала собака, ты не боишься. А вообще какой вы видите вариант, что можно сделать, чтобы вот этого не было? Построить приют, как бы. Для собачек. Мгм. Да. Надеюсь, Или что- приют. Да. Ты считаешь, что это решит вопрос, да? Но это Возможно, должно да. решить Ну вопрос, точно но- не убивать. Да, точно не убивать. Ага. Ну это бред, типа, ну, То есть, в принципе, вы считаете вот призывы взрослых, что нужно собак убивать, не, вообще бред максимально. несправедливо, да? Несправедливо. Да, несправедливо. Как ваше видение, что можно сделать? Ой, я думаю, что ничего не поможет то, что предлагают. Мне кажется, их надо или усыплять, или что-то надо с ними делать. Но это же не, ну, не дело это вот, что сейчас творится. А как еще? Я не знаю как. Ну, усыплять это то же самое, наверное, избавляться от них. То есть, а приют, на ваш взгляд? Нет, приют, я считаю, что нет. Это надвое сказано будет. Вы вообще боитесь собак? Не, я не боюсь собак. А даже бродячих? Даже бродячих. Не кусали? Не, это вообще собаки не кусают. Это хорошо с собаками отношусь просто вообще. Поэтому они меня не боятся, я их не боюсь. А как вы относитесь к той проблеме, что, ну, все-таки они не должны же бегать вот так без привязи? Какой выход, вот, на ваш взгляд? На мой взгляд, выход должен быть такой, что собак нужно в приюты забирать. А вот, ну, я заметил такую тенденцию сейчас, это вот то, что собак травят у нас, там убивают, все такое. Вот моя собака под такое вот попала. И я вот против этого вот. То, что их травят, все убивают. Вот. Здесь часто бывают собаки? Ну, летом много было. Сейчас поменьше? Чуть-чуть меньше стало, да. Насколько вы считаете, это проблема? Да. Потому что я сама собак боюсь. Я не могу одна ходить. То есть вам достаточно сложно, да, вот этот Да. момент? Какой вообще вы видите выход из этого? Ну, отлавливать. Не знаю, где-то их держать, наверное. А как вы относитесь к тому, что вот закон, который принят, который говорит о том, что нужно собаку поймать, держать где-то в определенном месте, а потом выпустить на то же место обитания? Мне кажется, этот закон вообще как-то не помогает. Не работает. Не да, в работает. полной мере?